Здравствуйте, дорогие телезрители, с вами передача «За чашечкой кофе». И сегодня у нас гость, помощник прокурора города Сухум Саида Амичева. Здравствуй, Саида. Здравствуй, Дол. Как у вас дела? Все хорошо, спасибо. Настроение? Отлично. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла к этой профессии? Начну с самого начала. Вся наша жизнь состоит из принятия тех или иных важных решений. Одно из самых важных решений в нашей жизни – это выбор будущей профессии. К выбору своей профессии я подошла осознанно, со всей ответственностью. Стоит отметить, что к концу 10 класса я начала уже готовиться активно к поступлению в медицинский институт. Да, это была мечта моей мамы, но, к сожалению, в 11 классе я уже поняла, что медицина – это не мое, и связывать свою жизнь с медициной я не хочу. Конечно, моя семья восприняла данное решение неоднозначно, мама расстроилась, но отговаривать меня не стала. Я поступила в Кубанский государственный аграрный университет на юридический факультет, и в 2013 году его окончила. Уже при наличии диплома, естественно, я была озадачена вопросом своего трудоустройства. Были разного рода предложения со стороны моей семьи, а также знакомых. Я приглядывалась к тем или иным вакансиям, которые были. И совершенно, можно сказать, случайно обратила внимание, друг моего отца обратил внимание на прокуратуру. Я собрала необходимый перечень документов, подала документы и была принята на общественную должность. То есть в прокуратуре есть такая должность, она называется общественный помощник. Она внештатная, она не предусматривает заработную плату. То есть это как стажер? Нет, это не стажер. Стажер – это следующая ступень. То есть это предстажер? Да. То есть она не предусматривает наличие трудового договора, не предусматривает заработную плату, но при этом предусматривает широкий круг обязанностей. Вот. По истечению где-то месяцев 10 я уже была принята на должность стажера прокурора гражданского судебного отдела Генеральной прокуратуры. Но стоит отметить, что данная должность была не свободная, она, как говорят, была декретная. Да. Вот. И по истечении 6 месяцев я уже была назначена на свободную штатную единицу в прокуратуру города Сухум помощником прокурора города, где по настоящее время и работаю. Ну, то есть ты начала прям с самого низа и дошла до помощника прокурора, получается? Ну, можно так А сказать. что тебя привлекает в этой профессии? Ты же не просто так, ты, как говоришь, ты осознанно пошла учиться на юриста. И вот что тебя именно привлекало? Ну, мой выбор был обусловлен, скажу, чем. У меня в семье есть юрист, это мой дядя. И меня всегда, я, смотря на него, всегда восхищалась его знаниями, его самообладанием, его самоконтролем, сдержанностью. Да, мне очень всегда нравилось с ним беседовать на те или иные темы. И вот для меня он был вот таким эталоном юриста, и, ну, скорее всего, выбор мой был обусловлен именно вот его таким образом и его поддержкой, кстати, тоже. Давай тогда чуть-чуть о профессии. Что входит в твои обязанности? В мои функциональные обязанности входит участие в рассмотрении гражданских дел и административных дел судей первой инстанции. Это такое основное. Сопутствующих функциональных обязанностей, в принципе, достаточное количество, перечислять не будем, но основное, я непосредственно участвую в рассмотрении гражданских и административных дел в суде. Скажи, а служба, это же служба получается? Да. А служба опасная? Бывают опасные моменты, когда тебе страшно? Слава богу, в моей практике таких случаев не было. Ну, бывают моменты, когда ты думаешь, вот я возьмусь за это дело, и мне будет страшно. Тоже отвечу отрицательно, такого еще не было.
А, Тебе в очень пр- легко получается. В принципе, специфика моей деятельности, она не связана с расследованием уголовных дел, поэтому я занимаюсь больше гражданским правом, гражданским процессом, и моя деятельность не связана с задержанием Гражданский преступников. процесс, это как понять? Что предусматривает непосредственно моя деятельность в прокуратуре города Сухум? Есть определенная категория гражданских дел в суде, которая предусматривает участие прокурора. Например, признание гражданина недееспособным, например, объявление гражданина умершим, безвестно отсутствующим, лишение родительских прав, восстановление на работе. Эти все категории гражданских дел предусматривают обязательное участие прокурора. Вот, я участвую в рассмотрении этих дел, даю заключение по делу, как бы так. Ну, ты там больше как противник или как помощник? Я как Или помощник, как я содействую нейтральная? правосудию. А должность прокурора или даже помощника прокурора, на мой взгляд, сугубо мой взгляд, кажется более мужской такой работой. Как твои родные отнеслись к тому, что ты пойдешь по такому пути? Моя семья отреагировала положительно, потому что мой отец работал до войны в органах милиции, а затем уже после войны работал в Министерстве обороны. Вот, поэтому всю свою жизнь он посвятил службе, и он поднесся к этому положительно. А мама? Мама тоже. Скажи, а как ты находишь баланс? Вот, допустим, да, ты сказала, что можешь вести дела о лишении родительских прав. Как ты находишь вот баланс, когда тебе нужно соблюдать сторону закона, но и при этом тебе жаль родителей? Бывает ли, что тебе жаль родителей? Да, бывают случаи, когда, конечно, при рассмотрении тех или иных гражданских дел чисто по-человечески жалко, ты чувствуешь сострадание, но тем не менее есть законная сторона, и необходимо придерживаться. Ну, это как закона. происходит? Ты какую-то кнопочку находишь, которая выкл твоим эмоциям, или... Да, наверное, выключаешь эмоции и выбираешь сторону закона. Поговорим немного о семье. У тебя есть дети. Как зовут и сколько? У меня 2 детей, 2 девочки. Старшей 11 лет, зовут Виктория. Младшей 4 года, зовут Мария. Как ты совмещаешь работу и материнство? Скажу, что нелегко. Да, нелегко, но я стараюсь Еще находить такой баланс. возраст, когда они постоянно играются, постоянно что-то делают. Да, у них разные увлечения, разные игры, и, конечно, бывает очень сложно им между собой договориться, и, мы стараемся находить А бывает компромисс. такое, что тебе на работу звонят: мама, меня обидела она, или забрала мою игрушку. Что ты делаешь в такие моменты? Да, бывает, конечно, бывает, но нас выручает такая возрастная разница. У меня старшая ходит в школу, а младшая в детский сад. Поэтому в основном мы приходим с младшей вместе домой. Вот, и у старшей есть время побыть Доиграться. наедине и заниматься своими делами. Поэтому Они есть. мечтают о чем-то? Какую профессию они хотят, допустим? Старшая у меня, в принципе, давно определилась с профессией, и она творческая у нас личность. Она хочет стать дизайнером, но вот в последние годы она так еще присматривается к английскому языку, и вот, может быть, она вот думает о том, чтобы выбрать это направление. Ну, а младшая, она пока не особо понимает различия между профессиями, но так старается, иногда говорит о том, что станет доктором. Может быть, мечта моей мамы сбудется, и внучка будет доктором. А ты сама какую профессию хочешь для детей?
Я бы хотела профессию, в которой они бы самореализовались и были счастливы. То есть я не буду настаивать на той или иной профессии. Главное, чтобы они были счастливы и занимались любимым делом. Сейчас будут вопросы, наверняка, которые ты мне запретишь потом выставлять в эфир, потому что я понимаю специфику вашей службы, вашей работы. И телезрители, не обижайтесь, если вдруг передача выйдет меньше, чем мы хотели, потому что мы многое обсуждать не можем. Но я задам пару вопросов. Скажи, вот ты сказала о лишении родительских прав. Это часто у нас бывает? И если бывает, то насколько это жестко? Нет, на самом деле она не распространенная категория дел. Если я сейчас, к сожалению, не владею статистикой, но примерно около 5, может быть, 6 гражданских дел за весь год мы рассматриваем этой категории. А какая основная причина? Основная причина, сложно назвать. Бывают такие случаи, когда, в принципе, родители не возражают против удовлетворения требования о лишении родительских прав. Бывают То есть такие даже случаи. согласны с этим? Да, бывает? даже согласна, бывают. А что с правильно. детьми дальше? Бывают такие случаи, когда бабушки, родственники занимаются дальнейшим воспитанием ребенка. У нас, насколько знаю, детских садов у нас Домов. детский дом. Нет, у нас нет специализированных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей. Ну, то есть у нас дети не доходят до такой степени, что их там на улице, то есть им кому-то их передают, там бабушкам, дедушкам. Да. Тогда я спокойно. Дела, которые... Хорошо, а какие дела самые популярные? Популярный тоже выбрал слово. Какие дела у вас самые распространенные? Самая распространенная категория гражданских дел, наверное, это о лишении гражданина дееспособности. Это как? А, Ну, допустим, он заболел и не может там принимать решения, да? В основном скажу, какая у нас категория гражданских дел распространена. До совершеннолетия мы все не обладаем полной дееспособностью. То есть за нас принимают решения наши законные представители, это родители либо опекуны. Вот. И с наступлением совершеннолетия мы становимся полностью дееспособными. Но бывают такие случаи, когда ребенок рождается с какими-то патологиями, в основном это глубокая умственная отсталость. То есть ребенок, в принципе, с рождения, он у нас прикован к постели, не понимает вообще, в принципе, значения своих действий, не может ими руководить. И вот с наступлением совершеннолетия его, как правило, признают недееспособным для того, чтобы уже родители в дальнейшем могли так же, как и до совершеннолетия, принимать за него решения. Ага. В том числе это еще обусловлено тем, что выплачивается государственное пособие по инвалидности. А скажи, а бывают такие, когда, насколько я знаю, в мире есть такая практика, что несовершеннолетним могут дать права, как у совершеннолетнего. У нас бывает такое? Да, И конечно, как это у нас называется? предусмотрена данная процедура, называется эмансипация. Эмансипация? Да. А бывают у нас такие дела? Я не сталкивалась, в моей практике не было, поэтому... А чему обучают в университете юристов в первую очередь? Что самое главное нужно знать, чтобы и поступить, и дальше продолжать спокойное обучение? Для поступления у каждого вуза, в принципе, есть свой определенный перечень экзаменов, которые необходимо сдать. Вот я, например, при поступлении, я поступала не по целевому направлению, я поступала на общих основаниях. Я сдавала 2 предмета, это обществознание и русский язык. В университете, насколько... Я сужу по своему университету. Когда я учился, у нас иногда были пары и до 9 часов вечера. То есть в 8 часов утра ты приходишь в университет, и приходишь, просто упал и уснул. Часто бывало ли у тебя такое?
Да, бывало такое, что пары начинались в 8 утра. Я жила достаточно далеко от университета. Примерно мне необходимо было 1,5 часа от моего дома до университета добираться, поэтому иногда были такие случаи, когда зимой, особенно в зимнее время, пары начинались в 8 утра, и я вставала рано утром, шла, вокруг был снег, холод, и ты идешь, полная темнота, и в домах, многоэтажках абсолютно нигде не горит свет. Ты Как идё- Silent Hill. да, ты вот идешь в одиночестве, в холоде, в темноте. Но это было крайне редко, но все-таки такие случаи были, поэтому Самый сложный предмет. самый сложный предмет, наверное, гражданское право. У меня О. специализация была гражданско-правовая, она считается одной из самых сложных, объемных. Вот, и я думаю, что все-таки гражданское право самый сложный предмет, который мы изучали. Скажи, пожалуйста, 3 главных правила, которые должен соблюдать прокурор. Я думаю, что его можно, в принципе, если развивать, можно до бесконечности говорить, но самое основное – это не нарушать данную прокурором присягу. Она включает в себе все основные правила поведения прокурора. Ну, Поэтому например, свято соблюдать нормы Конституции, законов, не нарушать кодекса прокурорской этики, ну и так далее. 3 правил нет, есть одно и самое главное – соблюдать этику и данную присягу. Данную присягу, она включает в себя Все все правила. остальное. Да. А что, к чему надо стремиться и что нужно читать, в какую сторону развиваться, чтобы поступить на эту профессию, чтобы быть уверенным, что это твоя профессия? Это вопрос для наших зрителей, которые думают или мечтают попасть на службу, допустим. Но если мы говорим о профессии юриста, все-таки прокурор в первую очередь юрист, вот, необходимо изучать в первую очередь предмет обществознания, хорошо владеть русским языком, историей и в дальнейшем уже профилирующие предметы. Теория государственного права, гражданское право, уголовное право и так далее. По завершении нашей с тобой беседы я хотел бы, чтобы ты сказала пару слов, именно вот смотря в камеру, нашим молодым ребятам и девушкам, которые хотят пойти по стезе юриста. Что ты им посоветуешь и что ты им пожелаешь? Я бы порекомендовала молодым людям, которые присматриваются к профессии юриста, в первую очередь подойти к этому вопросу осознанно, взвесить все за и против, и для себя решить, хочу ли я быть юристом, готов ли я к трудностям в этой профессии, готов ли я постоянно развиваться, постоянно работать над собой, над своими знаниями. Вот. И если дело не приносит удовольствия, то, в принципе, и не будет результата работы. Поэтому к выбору профессии необходимо подходить осознанно и со всей серьезностью. Большое спасибо, Саида, за то, что ты сегодня выделила нам время. И желаю тебе всего самого наилучшего. Спасибо большое. Спасибо. А с вами, телезрители, мы увидимся через неделю. Смотрите нас каждую субботу с утра. Точнее, мы увидимся с вами за чашечкой кофе следующей. Я опять все перепутал. Спасибо большое.